Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня с вами традиционно встречаемся в прямом эфире в различных социальных сетях. Конечно же, главная тема, которая волнует без исключения, наверное, всех жителей республики, да и всей страны, всего мира, это борьба с ковидом. Ситуация, она, к сожалению, не улучшается. На сегодняшний день у нас 203, например, случая заражения, подтвержденных коронавирусной инфекцией за день. Из них 45 так называемых носителей. Основная масса больных, как вообще в течение всей этой эпидемии у нас по городу Якутску. Но вместе с тем мы наблюдаем достаточно четкую и ясную тенденцию, когда в процентном отношении доля города начинает немножко снижаться и начинает расти количество заболевших по районам республики. Я сегодня проводил совещание через систему видеоконференц-связи с главными врачами городских больниц, районных больниц, на котором мы обменялись различными мнениями. Я заслушал доклады ряда главных врачей о состоянии дел, о проблемах, которые есть. Также поставил те вопросы, о которых пишут мне в моих социальных сетях мои читатели. Те вопросы, которые мне также докладывают и наши различные службы. В целом хочу сказать, что здравоохранение республики справляется с теми проблемами, которые на сегодняшний день есть. Конечно, нагрузка на систему здравоохранения колоссальная. Она и у нас в республике, и в России, да и вообще в целом мире, еще раз говорю. Вторая волна коронавируса, конечно же, очень идет со значительным количеством заболевших. При этом с точки зрения качества лечения, с точки зрения вообще наличия свободного коечного фонда, наличия лекарственных препаратов, организации забора анализов, республика выглядит далеко не в худших рядах. Мы, можно сказать, даже в первой половине регионов страны. По количеству забора анализов на 100 тысяч населения мы вообще в лидерах страны. Вместе с тем, конечно же, есть вопросы. Я сегодня их поднимал. Это и все-таки недостаточно отработанная система маршрутизации по анализам, когда анализы достаточно долго обрабатываются. И если по городу Якутску ситуация несколько выровнялась, так, то по районам, к сожалению, по северным районам ситуация очень непростая. И я сегодня дал поручение, чтобы мы там полностью перешли на анализы по методу ИФА и ИХА. А ПЦР анализ делали только в случае уже подтверждения выявленной коронавирусной инфекции. Это позволит нам реально сократить время для начала лечения людей. Иначе сегодня случаи, когда 10, даже до 2 недель проходят, когда анализы здесь обрабатываются, всяческий смысл в таких анализах уже теряется. Конечно же, много вопросов у жителей республики, и у меня это наличие лекарств в наших аптеках. По моему поручению партия «Единая Россия» по всем населенным пунктам, по всем аптекам сделала обход. Вы посмотрели, во-первых, наличие лекарств, во-вторых, цены. И сегодня и Росздравнадзор получил от меня задание по выявленным случаям завышения розничных цен. Ну и, конечно, по наличию лекарств работа должна идти очень серьезно, потому что во многих аптеках необходимых лекарств, или они у них на складах, а не на прилавках, или их вообще нету. При этом, что у поставщиков по городу Якутску, по крайней мере, основная часть лекарственных препаратов уже существует, имеется. Радует то, что в больницах на самом деле запас лекарственных препаратов от 2 недель до 2 месяцев существует. Конечно, есть случаи, когда в тех или иных медучреждениях, больницах лекарства отсутствуют, но это бывает крайне короткий промежуток времени, в течение дня, в принципе, все восстанавливается. Если нет какого-то лекарства, то аналог его точно есть. Поэтому сейчас главная задача по здравоохранению, конечно же, этот вал выдержать, людей лечить качественно. Все-таки у нас, к сожалению, количество тяжело больных по республике достаточно значительное. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, сейчас много больных старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями. И, конечно же, я еще раз поблагодарил от имени, наверное, и от имени всех якутян, наших врачей, наших медиков за то, что в таких тяжелых условиях они борются с коронавирусом, побеждают его, спасают каждодневно, ежечасно, спасают жизни людей.
И поэтому, конечно же, в нашем обществе, я еще раз говорю, мы должны врачей поддерживать, не давить на них так по поводу и без повода, а все-таки довериться им, во-первых, во-вторых, конечно же, максимально им помогать. А самая наша главная помощь – это меньше болеть, соблюдать те меры предосторожности, те меры ограничительные, которых сегодня на самом деле не так много, но их надо обязательно выдерживать. Это и социальное дистанцирование, это и масочный режим, это и мытье рук. Вот. То есть те простые нормы, которые, в принципе, большинство соблюдают, но все-таки, к сожалению, из-за определенных ошибок все-таки люди заражаются, и эта болезнь распространяется дальше. Еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация у нас, если смотреть по стране в целом и в мире, она у нас не улучшается. Вот. И здесь нам надо очень четко, очень ясно, еще раз говорю, выдерживать вот все те требования, которые сегодня есть. Вот. Ну, давайте перейдем к вопросам. Так. Спрашивают, почему работают компьютерные клубы. Ну, компьютерные клубы не должны работать. Компьютерные клубы, их работа сегодня на самом деле не разрешена. Если есть такие случаи, то прошу сообщать в административную комиссию города Якутска. Ну, если в других городах, то в административной комиссии на местах, чтобы меры приняли так, по ним. Потому что, еще раз говорю, мы скопление школьников, детей, студентов, молодежи в таких клубах, оно всегда имеется, и, соответственно, там ограничительные меры никоим образом нельзя реально достичь. Так, вот спрашивают про цены на лекарства. Здесь поручение, еще раз говорю, я сегодня дал и Росздравнадзору, и Госкомцентр для того, чтобы цены контролировались. Цены не могут разниться в соседних аптеках в 2 раза, как сегодня, к сожалению, у нас порой происходит. Так, почему транспортный налог вырос? Транспортный налог не вырос, он остался в целом в тех же пределах. Единственное, что есть предложение повысить транспортный налог для машин с мощностью более 200 лошадиных сил. Так, спрашивают, Тыгындархан говорит, я кинофильм Тыгындархан посмотрел на предпремьерном показе, очень хороший фильм, всем советую сходить. Как раз с 4 ноября по республике он уже идет в прокате. Так, сейчас стало легче дозвониться, пишут на колл-центр, но почему участковые приходят поздно? Ну, здесь надо понимать, коллеги, что на участковых врачей, терапевтов сегодня колоссальная нагрузка, до 60, 70, 80 вызовов в день на терапевта приходится. Конечно, в этих условиях они тоже люди, они тоже могут заболеть. И, к сожалению, такие случаи нередки. И здесь надо терпимее относиться. То, что приходит на следующий день, на самом деле это вполне на сегодняшний день нормально, в условиях, когда очень много звонков поступает. Вот. При этом, конечно же, есть случаи, когда вот эти звонки поступают плохо. Вот я сегодня еще раз обратил внимание по городу Якутску, по ряду больниц, что к ним дозвониться очень сложно. По моему поручению, вчера и сегодня здесь специальная группа людей занималась проверкой того, насколько за какой срок можно дозвониться до той или иной больницы, до того или иного учреждения. Так, ну и выводы сделаны. Вот сегодня я по каждой больнице поручение соответствующее дал. Есть, конечно, больницы, в которые дозвонишься быстро, есть, к сожалению, которые вообще невозможно дозвониться. Так. Так, вот спрашивают, вот достала суета вокруг таблеток Орбидол, никогда не лечились, никогда такой пользы не замечали. Ну, знаете, вот каждый относится по-разному к разным таблеткам, так, к лекарствам. Есть мнение врачей. Мы здесь всегда говорим, что вот врачи, они отвечают за наше здоровье, они нас лечат. Соответственно, то, что прописали, надо пить. Так? Ну, у каждого, конечно, своя реакция на те или иные лекарственные препараты. Но я вот всегда, еще раз говорю, советую, вот если врачи прописали какое-то лекарство, какой-то курс, надо его все-таки по возможности выдержать. Когда начнется вакцинация? Ну, вакцинацию, я думаю, что с учетом вот тех темпов производства по вакцине, которые в стране есть, реально мы начнем где-то вот с февраля-марта уже получать партии, которые, возможно, будут уже прививать достаточно большое количество, ну,
первую очередь групп, которые подвергаются риску, врачи, те же учителя, сотрудники правоохранительных органов. Ну и в целом вот в течение следующего года, я думаю, что массовая такая вакцинация начнется. Так. Почему рынки не закрываются на карантин? Ну, здесь я хочу сказать, что мы принципиально сейчас идем на то, чтобы максимально стараться не закрывать экономику. Многие вот мне пишут тоже, вот и сейчас тоже вопросы идут, вот весной там 10 человек болело, вы там все закрыли, а вот сейчас болеет 100 человек, вы ничего не закрываете. Здесь я хочу сказать, что весной и сейчас, конечно, ситуация абсолютно разная. Весной, если мы все вспомним, про эту болезнь никто ничего не знал. Не знали, как ее лечить, не знали, как механизм распространения этой болезни. И анализов-то четких тогда не было, так? Не говоря уже о том, что система здравоохранения вообще не была готова к лечению большого количества людей. И главная наша тогда задача была не допустить большого количества заболеваний, именно попадания людей в больницы, потому что мы к этому не были готовы. И, соответственно, государство тогда наше пошло на то, чтобы на самом деле очень большие ограничительные меры ввести. В том числе и у нас в республике они были введены. Сегодня ситуация кардинально поменялась. У нас развернуто огромное количество коек. Если по весне у нас их было 300-400, то сейчас 2800 коек специально под ковид у нас по республике развернуто. У нас врачи научились бороться с этой болезнью, научились ее быстро выявлять. У нас сейчас система анализов позволяет делать в день до 6500 анализов. А когда это все начиналось, мы делали там 500 анализов, и это было для нас очень большой цифрой. Поэтому, конечно же, сейчас те же предприниматели уже понимают, какие у них тоже должны быть ограничительные меры. Тот же масочный режим, тот же перчаточный режим, та же дезинфекция уже от, скажем так, простых пожеланий для них уже стали требования. И внутренней культурой большинства предпринимателей, за что, конечно, им большое спасибо. И поэтому сейчас нет необходимости закрывать вот наглухо экономику, так как это мы делали по весне. Вот. Во-первых, мы уже готовы бороться с ковидом, так и мы это сегодня демонстрируем. Во-вторых, вот если экономику сейчас закрыть, то боюсь, что уже малый бизнес, многие даже крупные предприятия уже второго такого локдауна, как это сейчас принято говорить, они просто не переживут. Так, садики продолжат работу или нет? Садики, конечно же, продолжат работу. Вот сегодня мы с утра на оперативном штабе рассматривали ситуацию, в том числе по городу Якутску. И мэр города Сардана Владимировна доложила, что ни одной группы сегодня по городу Якутску не закрыта среди детских садов из-за ковида. Есть случаи, когда из-за ОРВИ закрыто, из-за скарлатины даже есть случаи, так, группы закрыты, так, но групп именно закрытых по ковиду в детских садах города Якутска, например, нет. Поэтому закрытие детских садов – это на самом деле крайне болезненная тема, проблема. Если мы их закроем, то, конечно, мы понимаем, что родителям надо с детьми сидеть. Вот. Работникам детских садов тоже надо каким-то образом, кто-то будет работать, кто-то не будет работать. И здесь, еще раз говорю, наше мнение, что детские сады, так же, как и школы, если это позволяет эпидситуация, должны работать. По школам, по городу Якутску, кстати говоря, тоже достаточно много вопросов, не только по городу Якутску, но и вот из районов приходят, будут ли дети учиться, будут ли они учиться дистанционно, или очно, или какие меры будут применяться. Здесь я хочу сказать, что каждый район, каждый городской округ, в зависимости от ситуации, в зависимости от оценки ситуации в образовательных учреждениях, сам самостоятельно выбирает тот или иной метод. У нас, слава богу, есть достаточно большое количество населенных пунктов, где ковида вообще нет. Почему там школы должны быть закрыты или там переходить на дистанционные методы? Даже в том же городе Якутске сегодня, вот как показала первая четверть, количество заболевших детей, школьников, крайне незначительно среди общего числа заболевших по городу Якутску. Тоже у ОРВИ эпидпорог, если он у нас, у школьников был превышен где-то всего лишь на 20%, то среди групп взрослого населения ОРВИ временами 4,5-5 раз превышало эпидпорог. И многие связывают это с тем, что как раз в школах у нас был налажен очень хороший эпиднадзор, начиная от термометрии, заканчивая вот рециркуляцией воздуха, поэтому дети не болели. Те, кто болел, сразу же уже направлялись домой,
для лечения дальнейшего. И я считаю, что и во второй четверти, в принципе, город способен с этой задачей справиться при дальнейшем соблюдении всех строгих мер, которые в первой четверти были отработаны по образовательным учреждениям города Якутска. Так, почему в автобусы пускают без масок, почему мэрия не следит за этим, надо запретить. Ну, на самом деле мэрия это и запрещает без масок ездить в автобусах и постоянно следит за этим, в том числе и за режимом дезинфекции. Вы, наверное, многие знаете, что достаточно долгое время у нас большое количество автобусов снималось даже с рейсов, так из-за несоблюдения этих правил. Но вот опять же в последнее время, как руководство города мне докладывает, ситуация исправлена. Автобусники в основном все требования соблюдают. И вот, например, за последние сутки ни одного рейса с маршрута не было снято. Так, снимите уж все ограничения, раз мы уже умеем бороться с ковид. Но у нас практически на сегодняшний день ограничения остались очень незначительные. Они касаются вот доп. Образования, касаются времени работы развлекательных различных учреждений, вот, масочного режима. Так что здесь я не считаю, что у нас какие-то такие уж серьезные ограничительные меры остались, но те, что остались, мы их будем соблюдать. Так, если у мужа ОРВИ, я должна уйти на самоизоляцию, на удаленку не могу перейти, но тратить отпуск тоже не хочу. Как быть? Так, ну, здесь какая ситуация? Если у мужа ОРВИ, вы имеете право уйти на самоизоляцию. При этом в течение 2 недель должен быть поставлен окончательный диагноз. Если у мужа просто ОРВИ, то вы выходите на работу. Если у мужа ковид, то вы соответствующим образом уже оформляете больничный. Это по закону. Вот. Здесь вот такой подход. При этом, но если вот вы пишете, что на удаленке не можете перейти, но работодатель, в принципе, в таких ситуациях может, и мы им всем рекомендуем в таких случаях как раз людей переводить на удаленку для того, чтобы они могли без потери заработной платы какие-то определенные другую работу исполнять. Обязательно ли делать прививку от коронавируса, если я не хочу? Ну, когда прививка появится, так это будет абсолютно добровольное желание. Если человек не будет хотеть, то, конечно, никто его не заставит. Так. Ой, вопросы очень быстро бегут. Так, уже начинают с Новым годом поздравлять. Налоги в связи с чем могут повысить? А какие налоги в связи с чем могут повысить, я не очень понял, так, о чем здесь идет речь. Так, когда будут выдавать бесплатные лекарства от ковида? Здесь по амбулаторному лечению федеральное решение принято, средства поступают, ну и лекарства, опять же, по группам населения, так вот 65 и старше, хронические и так далее, вот по амбулаторному лечению уже должны выдаваться. Вот сегодня мне главврачи докладывали, что уже решение начинает приниматься. Так, вот вопрос, куда обращаться по реабилитации после ковида. Очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что у ковида, к сожалению, есть достаточно много осложнений, даже после ковида, после излечивания. И, конечно же, мы должны сейчас уже думать о реабилитации. На сегодняшний день у нас такая реабилитация в санатории Абалах, это в Меганокангаласском области. Здесь у нас уже порядка сотни человек уже прошло реабилитацию. Мы эту систему будем и дальше развивать. И мною сейчас дано поручение, чтобы вот санаторий Бесчагда в ближайшие годы, год, по крайней мере, так, он работал именно как санаторий, где якутяне смогут проходить реабилитацию после ковида, например. Так, вот такое решение есть. Ну и по городу Якутску мы, конечно же, тоже определенные санатории будем предусматривать именно для постковидной реабилитации. Очень важный, очень серьезный вопрос, который, конечно, им надо нам в целом здравоохранению республики серьезно заняться будет. Так. Почему в ВУЗах цена на интернет очень повышенная? Ну, здесь надо понимать, что у нас до недавнего времени интернета в этих многих ВУЗах просто и не было, так, и цена за АДСЛ, которая там была через Сахателеком, она вообще просто зашкаливала. Сейчас интернет мобильный появился, слава богу, уже
стал доступен высокоскоростной интернет. Это на самом деле очень большой шаг вперед. Но по ценовой доступности, конечно, мы будем и дальше работать, чтобы все-таки такой большой разницы не было. Вместе с тем, конечно же, вот, и проблема эта есть, ценовое неравенство, это для наших северных районов, которые в основном работают через спутник. Там, конечно же, тарифы абсолютно реально космические. Там через космос, через спутник идет, и реально тарифы очень высокие, до 60 раз разница. И мы ставим сейчас вопрос, чтобы все-таки определенным образом спутниковый интернет в северных арктических районах каким-то образом датировался со стороны государства, со стороны федерального бюджета. Пока, скажем так, еще не победили, но, по крайней мере, нас уже начали слушать, мы уже в этой части работаем. Так, ищем помощи в лечении. Ну, здесь надо более конкретнее писать. Если есть какая-то срочная проблема, то мы всегда помогаем. Ко мне вот постоянно в личку, в директ пишут люди, так, но еще раз говорю, мы всегда разбираемся по каждому случаю. Если есть реально необходимость помочь, то помогаем. Так. Когда газ проведут, ну, в рамках программы газификации по городу эта работа будет идти. Я надеюсь, что газ и в Сатале появится. Так. Вопрос вот очень серьезный по собственникам квартир. Это по аварийному жилью, судя по всему. Не стали вы почему выплачивать оценочную стоимость квартиры, а только по купле-продаже квартиры. Ничего невозможно купить. Это вот из Томота спрашивают. Такая проблема есть у многих жителей не только республики, но и в целом страны, потому что закон поменялся таким образом. Мы сейчас ставим вопрос перед федеральным правительством, чтобы эта норма была все-таки изменена. Потому что, к сожалению, ну, понятно, что по договорам купли-продажи квартир, если люди будут просто деньги получать, то это, к сожалению, по аварийному жилью составляет всего лишь несколько сотен тысяч рублей, так, в большинстве случаев. И реально на них новую квартиру приобрести реально не получится. Так, тут спрашивают про дальневосточную авиакомпанию, что случилось, почему Сахалин выкупает у Аэрофлота «Аврору», будет создавать авиакомпанию, как наша Якутия. Здесь, на самом деле, ситуация очень простая. Я с лета об этом много раз говорил. Есть идея о создании единой дальневосточной компании, которая будет летать на и магистральных рейсах, и на внутренних рейсах. У Республики Саха-Якутия с этим проблем нет. У нас на территории республики 3 компании. 2 республиканские, полностью принадлежащие правительству республики. Это Якутия и Полярные авиалинии, и авиакомпания «Алрус». Мы с этой точки зрения свои потребности закрываем. Для нас главная проблема – это доступность авиарейсов, чтобы билеты стоили дешевле. И если вот в рамках создания этой авиакомпании каким-то образом будут выделяться субсидии, которые позволят нам цены на билеты кратно снизить, так, то, конечно же, мы такую идею поддержим. А если это делается ради того, чтобы там одна авиакомпания, ну, та же уважаемая «Аврора», все авиакомпании поглотила и ими управляла, так, то особого смысла, по крайней мере для нас, она это не имеет, так, потому что с нашей точки зрения, так, имея 3 авиакомпании, входить еще в 4-ю авиакомпанию, но это просто, нам это не нужно точно. Вот, поэтому будем смотреть, процесс там идет. Вот та идея про Альянсу, она, к сожалению, особой поддержки не встречает у наших федеральных коллег. Все-таки они хотят, чтобы вокруг одной авиакомпании, вот сейчас, которая принадлежит Сахалинской области и Аэрофлоту, все это создавалось с контрольным пакетом у Сахалинской области. Ну, еще раз говорю, ничего против не имеем, так, но это точно не про Якутию. Так. Очень много вопросов идет разных. Так, почему не объявляет карантин? Каждый 5-й уже болеет. Ну, на самом деле, каждый 5-й не болеет. Так, у нас, слава богу, на сегодняшний день порядка 15 тысяч человек всего заболевших с начала пандемии. Так, у нас в республике 960 тысяч. Это 1/60 часть.
Вот. И ситуация, еще раз говорю, мы постоянно ее мониторим, смотрим, видим, так, у нас роста заболеваемости кратного по экспоненте нету. Мы вышли на достаточно такое, пусть высокая, но плата, и на нем находимся. У нас вот ежедневно сейчас с учетом носительства, то есть тех, у которых абсолютно бессимптомные, но анализы выявили положительный вирус ковида, у нас вот порядка 190-210 человек каждый день. Так? По городу Якутску рост практически у нас остановился. Мы надеемся, что по Якутску уже скоро может быть, если все будем соблюдать ограничительные меры, если все наши меры дальше будем четко вот так продолжать, то может быть уже и начаться снижение. Так. Жалоба на Нерюнгри идет о том, что холодно, стравливают люди воздух в батареях, уже ноябрь на дворе и так далее. Так, ну, я Олейнику позвоню, так, после эфира спрошу, что у него случилось, почему тепло в домах в Нерюнгри нету. Так, спрашивают, вы наши Илдархан, сказали, что нам помогут, когда начнут компенсацию за сгоревшее сено. Да, у нас в результате пожаров в ряде районов сено в некоторых хозяйствах сгорело. Вот, решение о оказании помощи принято, и, насколько я знаю, до конца ноября соответствующие средства в районы уже должны поступить. Так, почему цифры оперштаба республики, оперштабов района всегда различаются? Это пугает людей. Почему нельзя давать одинаковые цифры, кому верить? Ну, я на эту тему уже, по-моему, один раз отвечал. Районы всегда дают предварительные цифры до окончательного подтверждения анализов Роспотребнадзора. На самом деле это подтверждение проходит не через день, не через два, к сожалению, во многих случаях, иногда через неделю даже, и поэтому результаты достаточно серьезно разнятся. Вот. Ну и надо сказать, что в принципе точность анализов она тоже не стопроцентная, и достаточно много случаев, когда сомнительные анализы и так далее, они окончательно уже при рассмотрении здесь в Роспотребнадзоре в лабораториях не подтверждаются. Так, опять вот по Нерюнгри уже которое обращение по холоду. Так, это, конечно, непорядок. Так, я обязательно, еще раз говорю, сегодня свяжусь и с районами, с городом, потому что очень много пишут про него. Так, правда ли, что в 2021 году будет значительное сокращение финансирования госсми? Ну, в принципе, у нас по многим статьям расходов будет сокращение, так, в том числе и по госсми. Я не скажу, что оно будет огромное, не в разы, так, но порядка на 10-15% по ряду направлений, конечно, будет сокращение финансирования. Так. Спрашивают, вот несколько вопросов проскочило прямо вот один за другим по мосте, как у нас Ленский мост продвигается. Друзья, хочу сказать, что как бы некоторые тут не писали, так называемые журналисты, мост этот будет строиться. Все у нас идет по проекту, все идет по плану. Конечно, как и у всякого большого проекта, есть и противники, так, есть и сторонники. Вот. Главная наша поддержка – наш президент Владимир Владимирович Путин. Поэтому я уверен, что механизмы окончательно будут согласованы, строительство моста, и в установленные сроки мост начнет строиться, и будет в установленные сроки построен. Вот. По крайней мере, еще раз, у меня в этом полная уверенность есть. Так. Что-то спрашивали про лед, я, честно говоря, не заметил. Почему не отвечаете про лед? Так. По телевизору говорят, что мало людей заболело ковидом. Ну, навряд ли такое по телевизору рассказывают. Так, ковидом у нас достаточно серьезно большое количество людей заболело. Вот мы сейчас, еще раз говорю, на пике. Вот, за вчерашний день 203 заболевших. Вас спрашивают, а почему не объявляете ЧС по ковиду? Вот таких достаточно много вопросов. Почему не объявляете карантин, почему не объявляете ЧС? Так, еще раз хочу повторить, что мы на сегодняшний день видим, что мы с ковидом боремся достаточно успешно.
Не могу сказать, что все у нас прекрасно, все хорошо, так на самом деле все непросто. Но сказать, что у нас с ковидом просто катастрофа, все плохо, никто никого не лечит, лекарств нет, там все заполнено, огромные очереди и так далее, этого нельзя сказать. Более того, хочу сказать, что мы, вот еще раз говорю, ситуацию достаточно серьезно за последнее время выправили и по компьютерной томографии, и по забору анализов, и по скорости их обработки. По лекарствам, конечно, есть проблемы, но мы их, уверен, обязательно решим. На моем личном контроле это находится так. Вот спрашивают, антромицина, почему нет так? Здесь надо конкретно говорить по аптекам, потому что по лекарственным препаратам, по 15 лекарственным препаратам, по моему заданию, еще раз говорю, Единая Россия по всей республике, по всем аптекам проверкой провела. Конечно, во многих аптеках лекарств некоторых нет. Но сказать, что нигде ничего нету, тоже нельзя. Так, в основном есть, но самый, кстати говоря, вот такой, с этой точки зрения, проблемный населенный пункт на территории республики – это город Якутск. Потому что здесь, понятно, самое большее количество заболевших, но и здесь и зато и поставок больше всего так постоянно приходят, и вот все заверяют, что дефицита такого крупного, большого, длинного, долгого нет. Так, Верхнеявлюйский компьютерный томограф не работает. Да, он не работает, потому что помещение еще не готово. Глава района меня информировал, что отрабатывает вопрос с энергетиками. Есть там вопросы по подключению, по мощности энергоснабжения. Надеюсь, решат и Верхнеявлюйского района. Так, с бюджетниками по удаленке самоизоляции понятно, а как быть тем, кто работает на предпринимателя? Но вы знаете, закон одинаков для всех, что предприниматель, что бюджетное учреждение. Здесь никакой разницы не должно быть. Вот. Еще раз говорю, закон для всех одинаков. Так, по республике везде ремонтируют, делают новые дороги. Мы ждем, когда в Чурапчу сделают. Ну, здесь я хочу сказать, что по планам, которые есть по строительству федеральных дорог на территории республики, федеральная дорога Колыма в асфальтовом, я так понимаю, именно исполнение, человек спрашивает, так, она до Чурапчи дойдет в 2022 году. Скажите, пожалуйста, почему с большим весом не берут на КТ? Слушайте, я в первый раз такое слышу, что не берут с большим весом на КТ. Я попрошу потом спрошу у министра здравоохранения, есть ли такая проблема и как ее решить людям. Так, когда закончится реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск? Здесь, к сожалению, конечно же, эта реконструкция затянулась. Она началась еще в 2014 году. По ходу реконструкции выяснились недостатки проекта, который был тогда утвержден. Так, достаточно сказать, что он был проведен вообще без, проект был сделан вообще без учета вечной мерзлоты. Соответственно, конечно же, в ходе стройки появились проблемы, которые потребовали серьезной реконструкции, точнее, серьезного изменения проекта. Сегодня проект уже изменен, прошел все согласования, в том числе уже и государственную экспертизу. В следующем году будет работа проводиться, в 2022 и в 2023 мы надеемся, что окончательно уже наш аэропорт полностью будет реконструирован, мы получим новую взлетно-посадочную полосу. Вот. Ну, сейчас главная задача в 2021 году, это должен быть построен пандус временный, который будет соединять вот новую, уже отремонтированную часть и старую часть. Ну, а потом в 2022-2023 году должна быть проведена работа по дальнейшей реконструкции полосы. И, еще раз говорю, в 2023 году мы должны уже новую полосу получить. Так, какая летальность сейчас от ковид? Я боюсь ошибиться, но у нас уже свыше 150 человек. Это те, кто, к сожалению, скончался из-за ковида. Вот часть требует у меня, чтобы мы все тут закрыли, а некоторые пишут, когда закончится этот цирк и когда нас перестанут требовать носить маски, ковида никакого нет. Так. По Усьмае вопрос по моргу пришел, так, мы обязательно на это внимание тоже обратим.
ну, пишут о безобразном состоянии морга в Усмае. Так, вот пишут про... Очень длинно написали, поэтому, к сожалению, не все входит. О том, что, опять же, не хватило лекарств к человеку, который лежит на ИВЛ. Но это, наверное, навряд ли такое есть. Ну, я попрошу, опять же, вот, чтобы Минздрав обратил внимание. Вот в Фейсбуке у меня прямо пишут про этот случай. Так, как оплачивается заработная плата у того, кто будет вынужден изолироваться при наличии заболевшего ковид в семье? Если у вас есть заболевшие в семье ковидом, то вам обязательно должны выписать больничный лист. И потом, согласно больничного листа, вы получаете оплату. Так, в прошлом году вы были на Мунха в Намском УВУСе, в этом году планируете ли поехать? Ну, сейчас точно не до Мунха. Так, друзья, тут, к сожалению, при всей моей любви к нашей национальной рыбалке, так, Муха, я в этом году, к сожалению, не смогу поехать. Ну и вам тоже не советую, все-таки больших скоплений не надо делать. А те, кто на месте живут, те, для кого это не просто забава, а для кого это и пропитание, и так далее, вот, конечно, они с установленными всеми ограничениями на Мунха уже выходят и должны выходить, я это поддерживаю. Так, почему у молодых не берут анализы на ковид? Почему у молодых не берут? У всех берут, если есть на то как раз основания. Здесь же тоже надо, друзья, понимать, что многие же безосновательно начинают требовать, чтобы у них обязательно взяли эти анализы, так? При этом не имея никаких контактов или имея там, знаете, контакта контактного, через 3 руки, да, начинают вот требовать вот обязательно мне ПЦР, обязательно немедленно и так далее. Тем самым мы просто систему вот эту лабораторную ПЦР-диагностики забиваем. У нас есть случаи, когда вот в деревне один человек заболел, в итоге в город Якутск отправляет ПЦР-анализы со всех жителей деревни. Вот. Естественно, там оказывается, что практически никого заболевших-то и нет. Вот. А надо же в первую очередь руководствоваться теми рекомендациями, теми уже сегодня выработанными правилами, которые есть и у Роспотребнадзора, и у наших учреждений здравоохранения. Они абсолютно себя полностью правильно оправдывают. Вот. Так, что будет с авиакомпанией «Якутия»? Ваш прогноз. Авиакомпания «Якутия», как компания, принадлежащая Республике Саха-Якутия, будет и дальше летать, так, возить авиапассажиров. Проблем не вижу. Конечно, финансовое состояние компании, оно уже у нас последние 5 лет, конечно, не очень хорошее, так, вызывает много вопросов. Финансовая политика и прошлого руководства, да и нынешнего есть достаточно много, на мой взгляд, не очень правильных решений. Так, вместе с тем, авиакомпания «Якутия», она, конечно же, будет оставаться в небе Якутии как основная авиакомпания нашей республики. Так. Именно ехать ерегер сургу хайтахыдовны. Спрашивают, как написать так, чтобы именно письмо это лично дошло до вас. Ну, в директ пишите, директ Инстаграма, в директ других социальных сетей. В любом случае это доходит до меня, друзья. Вы не думайте, что у меня тут сидит 10 помощников, которые вот эту всю мою почту смотрят. На самом деле крайне узкий круг людей может это смотреть, так, в основном сам смотрю. Так, ну вот начинаются вопросы по детским садам, почему не дают путевку. Ну, это надо с управлением образования города Якутска разбираться, почему, вот если ребенку уже там, вы пишете, там больше, почти 5 лет, не дают путевку в детский сад. Вот, директ пишет, в директ вы не отвечаете. Ну, как это не отвечаю? Отвечаем, но, конечно, не на все сам лично отвечаю, так? Но на многие сам отвечаю, во-первых. Во-вторых, если есть какая-то просьба, то министерство, ведомство всегда реагирует. Так. Алкомаркеты надо время сократить. Ну, оно у нас и так достаточно серьезно сокращено, работа этих магазинов.
При необходимости, конечно, вот мы и полностью их прикрывали, их деятельность. Так? Ну, я считаю, что сейчас особой такой необходимости именно по ним, по ограничению их времени, их работы, меры принимать нет никакого. Так, почему соцзащита работает так медленно? 29 сентября подали документы на детские выплаты, до сих пор не рассмотрены. Сами не знают, когда рассмотрят. Ну, я попрошу, чтобы более подробно мне написали. На самом деле, вот мне как докладывали, 88% где-то поступивших обращений по детским выплатам уже рассмотрены и решения по ним приняты. Вот. Ну, к сожалению, наверное, ваше обращение по каким-то причинам попало в эти 12%. Ну, конечно, месяц, свыше месяца уже это много. Я думаю, что мы попросим, чтобы здесь работа все-таки некоторым образом была ускорена. Так. Почему обязывают работать медиков старше 65 лет? Ну, здесь я хочу сказать, что мой указ по нашему населению, по нашим людям старше 65 лет, по тому, чтобы они не работали, оно не касается некоторых категорий, в том числе и медиков. Медиков у нас, к сожалению, не хватает, и поэтому было принято решение, что все-таки, если есть возможность, чтобы люди, врачи, медики старше 65 лет могли работать. Вот, поэтому я здесь прошу с пониманием отнестись. Это на самом деле непростое было решение, в том числе лично для меня. Но здесь, еще раз говорю, мы на самом деле понимаем, что в здравоохранении сегодня у нас людей не хватает. Именно поэтому я всегда вот прошу, чтобы мы медиков берегли. К сожалению, есть и случаи срывов психологических у медиков, есть просто случаи заболеваний, не обязательно ковидных, так, у людей. Потому что люди реально уже практически 8 месяцев, многие находятся в состоянии крайнего стресса, и физического, и нервного стресса. А кто нас будет лечить, если у нас медиков не останется? Вот поэтому еще раз прошу всех жителей республики к медикам все-таки давайте будем относиться бережнее. Они сегодня реально спасают наши с вами жизни. Так. В Вилюйском улусе жалуются, что нет патологоанатома. Я прошу Минздрав тоже себе на заметку взять этот вопрос. Продлят ли каникулы? Ну, каникулы, по продлению каникул на срок до недели муниципальные районы принимают решение самостоятельно. Вот. На меня уже ряд глав выходил с такими предложениями. Если эпидситуация их настораживает, если они считают, что продление каникул на неделю каким-то образом будет способствовать улучшению ситуации по борьбе с ковидом, то это их право. Вот. Другой вопрос, что, еще раз говорю, друзья, мне вот многие пишут, надо всех на дистанционное обучение, вот я сейчас тоже верю, да. Надо понимать, что ковид пришел к нам, судя по всему, уже навсегда. Эта болезнь никуда от нас не уйдет. И мы должны научиться жить в условиях ковида. Думать, что мы сегодня-завтра ковид полностью изничтожим, так, его не будет, и можно будет жить так, как жили до ковида, уже нельзя. Соответственно, нам надо научиться уже работать в этих условиях, в том числе и в системе образования. Понятно, что дистанционное образование при всех своих плюсах имеет очень много минусов. И об этом весной как раз многие из вас мне сюда и в сети писали, а почему вот мы детей очно не учим, почему мы их держим дома. Было такое, было. Вот. Сейчас те же, наверное, и пишут, что да, зачем мы детей очно отправляем, давайте их всех заочно, так, давайте дистанционно. Но еще раз говорю, мы же детей не можем в школу больше никогда не водить, из-за того, что у нас ковид появился. Поэтому здесь, еще раз говорю, я считаю, что с учетом вот того опыта, который у нас уже сегодня появился, с учетом достаточно хорошей работы нашей системы образования по соблюдению всех санитарных эпидемиологических мер, которые в первой четверти была ему показана, каждый район должен принимать решения самостоятельно. Если он уверен в своих силах, то они имеют право выпускать решение о очном обучении.
Если они чего-то беспокоятся, какие-то есть у них опасения серьезные о том, что они не удержат ситуацию по контролю, то они, конечно, могут и на дистанционку. Но при этом, еще раз говорю, никто экзамены не отменял, никто спрос с образования, системы образования за качество обучения наших детей тоже не снимал. Так, спрашивают тут про освещение, про это. Ну, это вопросы городские. Так, вот очень много вопросов пошло по городу. Я думаю, что коллеги из города смотрят, сами потом самостоятельно ответят. Вот есть очень такой важный вопрос, который вот сейчас задали, про то, что сегодня основные силы брошены на борьбу с ковидом, а как же быть с теми, у кого есть другие болезни. Я вот сегодня на встрече с врачами ВКС тоже об этом говорил, что как раз по республике есть замечание серьезное, так, и я его тоже принимаю, что плановая медицинская помощь у нас немножко отошла на второй план. Вот здесь, конечно же, надо всей системе здравоохранения принимать меры для того, чтобы люди не только экстренную медицинскую помощь получали, но и плановая медицинская помощь людям оказывалась максимально в большем объеме. Вот. Это вот точно задача системы здравоохранения, с которой они обязательно должны решить, несмотря на ковид. Потому что, еще раз говорю, ковид – это болезнь, которая пришла к нам навсегда, и прикрываясь ею, например, не лечить другие болезни планово, да, мы не имеем права. Поэтому такое поручение мною дано, будем его отслеживать. Если есть какие-то случаи нарушения, так, то прошу мне тоже об этом сообщать. Так, ну вот по Нерюнгри сегодня у нас вообще рекорд, так, один за другим по поводу тепла в Нерюнгри люди мне пишут. Будем разбираться. Так, спрашивают, Александр Сергеевич, чем пахнет закон о федеральных территориях, так далее. Ну, я здесь хочу сказать, и об этом я говорил, когда закон по изменению Конституции принимался, мы вообще путаем одно с другим. Закон о федеральных территориях не написан о изменении границ субъектов. Он четко пишется для того, чтобы определить правовой статус таких образований, как закрытые административные и территориальные образования, ну, например, космические города, атомные города. Есть вопросы по приданию такого статуса особым таким территориям, например, как территория образовательного центра «Сириус» в районе Сочи. Вот. Но никоим образом это не касается изменения границ субъектов Российской Федерации, тем более Республики Саха-Якутия. Потому что все другие статьи Конституции Российской Федерации, в которых как раз вот незыблемость национально-территориального устройства страны подтверждается, они остались неизменными. А у нас, как всегда, те, кто хочет ситуацию там замутить, вытаскивают одну фразу из одной статьи и начинают вокруг нее рассуждать. А то, что в других статьях написано так, никто не удосуживается прочитать. Так. Спрашивают, нужно ли планировать отпуск заграничный сейчас, или это все-таки слишком опасно? Конечно, это опасно, и я бы абсолютно не советовал сейчас куда-либо за границу пытаться выехать. Так. Пройдет ли ЕГЭ в обычной форме? Ну, я думаю, что к лету все равно с этим мы определимся, но, как и в этом году, соблюдение всех норм предосторожности, я думаю, что ЕГЭ пройдет, и к нему надо готовиться. Так, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с переходом на УСН. Есть такой вопрос, мне его достаточно часто предприниматели ставят. Переход с налога на мененный доход на УСН. Процесс непростой. Мы его неоднократно уже рассматривали на Координационном совете по предпринимательству. Ну и, конечно, мы сделаем все, чтобы вот этот переход был максимально безболезненным. Вопрос на моем контроле находится. Уполномоченный по правам предпринимателей Кычкина мне тоже постоянно информацию дает. С предпринимательским сообществом мы тоже
в режиме диалога находимся. Еще раз говорю, переход он будет происходить, так как решение по стране по всей принято. И, судя по всему, никаких там переходных периодов уже не будет. Вместе с тем мы, конечно, должны сделать все, чтобы это было, еще раз говорю, наиболее безболезненно для малого бизнеса. Так. Почему Алроса закрывает все дочерние предприятия? Ну, Алроса все дочерние предприятия не закрывает. Есть, конечно, вопросы, связанные с оптимизацией их деятельности по непрофильным активам. Вместе с тем, вот мы, когда последний раз с генеральным директором в Мирном встречались, были рассмотрены все планы. Ну и я считаю, что массового, огромного сокращения, как многие пишут, там в Алроса такого не произойдет. Вместе с тем, коллеги, надо понимать, что у Алроса ситуация далеко не простая. Мировой алмазный рынок в этом году самый большой удар после Второй мировой войны понес. Так, огромное падение было продаж, достаточно серьезное снижение цен. Ну и самое главное, что самое нас всех не радует, то, что, к сожалению, запасы по ряду месторождений, они у нас начинают постепенно уже проходить лучшую пору. И здесь, конечно, главная задача, на мой взгляд, по компании «Алроса» – это работа геологических служб для того, чтобы запасы восполнялись. Вот. Транспорт, опять спрашивают про транспортный налог. Он не повышен, транспортный налог, только повышен в части автомобилей большой мощности свыше 200 лошадиных сил. Так. Почему нет рециркуляторов в фойе поликлиники на 202-м? Только один на входе. Это, наверное, идет речь о детской поликлинике, так, 202-м. Или, Минздрав, еще раз говорю, все это смотрит, он обязательно должен отреагировать. По аптекам, по ценам, вот опять спрашивают, я поручение соответствующее сегодня дал, чтобы контроль был за тем, чтобы не допускать бесконтрольного повышения цен со стороны ряда не очень добросовестных предпринимателей, скажем так. Так, в этом году будет ли проводиться новогодняя елка добра? Ну, насколько я знаю, оно будет обязательно проводиться, Новый год все равно придет. Но и с Новым годом, конечно же, придут разные новогодние акции, в том числе елка добра, которая в Якутске себя очень хорошо показала. Насколько я знаю, в этом году Хозмаркет у нас главный ее спонсор, и я думаю, что уже в конце ноября обязательно она откроется. Так, спрашивают по дороге Кабяй, будут ли дальше ее строить. Конечно, планы есть, и не только по дороге Кабяй, но и по всем другим нашим региональным дорогам, потому что вот проект по безопасным, качественным автомобильным дорогам, национальный проект президента страны Владимира Владимировича Путина, он в Якутии, конечно, себя очень хорошо показывает. Очень много дорог делается, и в районах республики, и в городе Якутске здесь огромная работа проводится. Конечно, не всегда строители, там нас дорожники радуют, так, но вместе с тем огромные средства с федерации выделены. Наша задача, чтобы на них были качественные, хорошие дороги в районах республики и здесь, в городе Якутске, построены. Так, спрашивают очень много разных вопросов по пристроям, по школам по городу Якутску. Мы недавно большое совещание проводили с участием руководства города Якутска. Есть достаточно хороший, серьезный план по государственно-частному партнерству с участием Внешэкономбанка. Вот. На самом деле, вот первый опыт, который у нас был по городу Якутску, когда 12 очень хороших социальных объектов построено и уже введено, он показывает, что такие современные, востребованные сегодня и в мире, и в стране подходы как государственно-частное партнерство должны более активно здесь у нас внедряться. И вот с крупнейшим государственным институтом развития ВЭБ РФ мы такую работу сейчас проводим для того, чтобы в городе Якутске у нас объекты образования строились в достаточно большом количестве. Но и есть у нас очень хороший проект, вот ко мне предложение поступило по строительству объектов здравоохранения, здесь городских объектов именно. Поэтому с этой точки зрения городом Якутском будем и дальше заниматься. Так.
Александр Сергеевич, все начали писать книги, а вы когда собираетесь? Очень интересно было прочитать. Ну, не время еще книги писать. Честно говоря, на пенсии, наверное, буду писать. Так. Правда ли, что ковид отмирает при морозе? Нет, я такого не слышал. Так, просто максимальная активность вируса ковид, конечно же, при температурах, ну я вот то, что читал, то, что мне специалисты говорили, от 5 до 10 градусов. Так, и, соответственно, при более высоких температурах, при более низких оно становится менее активным. Ну и, конечно, вот про то, что при морозе он умирает, я этого точно не читал, не могу сказать. Так, СУЗы, когда будут учиться очно? Ну, это будет приниматься решение совместно, опять же, и по вузам, по СУЗам, в зависимости от эпид-ситуации. Пока вот решение, которое было по дистанционному обучению для большинства из них, кроме первого курса, оно пока остается. Так, что-то спрашивают про спорт, я так и не понял, какой вопрос там будет. Про спорт будет ли ответ, Александр Сергеевич? Так, спрашивают про инфраструктуру для многодетных. Этот вопрос сейчас как раз обсуждался при подходах по формированию бюджета республики. И в рамках второго чтения, я думаю, что вопрос обязательно будет рассматриваться, и средства выделяться будут на решение строительства инфраструктуры. То есть и газоснабжение, электроснабжение, дороги для многодетных семей. Так, спрашивают про охрану природы по Нерюнгринскому району, по реке Чульман. У них есть поручение в этой части, так, там не факт, что это именно Колмар, вот как вы здесь пишете, так, а здесь будут разбираться, ну и, конечно, виновные все равно будут наказаны. Так, город Нерюнгри завален мусором, компания-переработчик работает отвратительно. Но это опросы, опять же, городской власти, потому что переработчик, он принадлежит городу Нерюнгри. Так, спрашивают про работу ДЮСШ. Ну, по ДЮСШ, так же, как и по доп. Образованию, в целом по стране такие решения приняты, так мы все-таки будем воздерживаться в течение ноября месяца. Так, почему, вот пишут, почему не выдают больничные работникам с хроническими заболеваниями. Вы мне напишите более подробно, на самом деле должны выдавать больничные. Так, почему прекратились стимулирующие выплаты соцработникам, работающим в изоляции? Ну, может быть, задержка просто есть, так, по окончанию такого не было. Так, коллеги, ну у меня время эфира, к сожалению, заканчивается, потому что у меня сейчас начинается совещание с Москвой, с Гольковой Татьяной Алексеевной, как раз по вопросам борьбы с ковидом по Дальнему Востоку. Поэтому всем желаю успехов, главное, всем здоровья. Будьте здоровы, всего хорошего. До встречи.